Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас в різних країнах світу. Ну, в першу чергу, це тимчасово окупований Крим, інші регіони України і країни, в яких живуть небайдужі люди, які нам допомагають і які щоденно стежать за перебігом подій в нашій війні з абсолютним всесвітнім злом. Різні люди були в нас у студії і в мене в студії, але гість, який сьогодні погодився з нами зустрітися, вперше у мене в етері. Але людина і мені персонально, і вам, я певен, дуже цікава. Це полковник запасу Збройних сил України, льотчик-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю вас. Приветствую. Ну, знаєте, ось, скажімо так, з вишини пташиного польоту я ще і вище, я ще цю війну ні з ким не аналізував. І дуже цікаво, ви льотчик, і ви розумієте, що таке боротьба в повітрі. Ракетна, протиракетна, літаки, гелікоптери тощо. І мені навіть важко поставити перше запитання, тому що я б хотів спочатку від вас почути якийсь там огляд подій у повітрі і взагалі у війні, у цьому етапі війни, щоб потім від них вже танцювати і ставити додаткові запитання. Я прошу вас. Ну, если посмотреть, как летчик сверху, сбоку, это самый оптимальный вариант, когда поле боя видишь и понимаешь, сверху, сбоку. Сразу бросается в глаза неготовность наших воздушных сил, ее определенной составляющей это авиации, в воздушных силах три составляющих: авиация, ПВО и радиотехнические войска. Так вот, полная неготовность нашей авиации к боевым действиям. Почему неготовность? У нас готовые летчики, высокопрофессиональные, именно профессионалы с хорошим налетом, большое количество летного состава. У нас техника с прошлого тысячелетия. То есть за последние больше чем 30 лет мы не закупили ни одного самолета, не модернизировали ни одного борта. И вот с этим багажом старого, в принципе, мусора, я бы сказал, я как летчик могу это говорить, я прекрасно понимаю, что те МиГ-29, Су-27, выпущенные до 91 года прошлого столетия, это просто мусор уже. Они могут выполнять определенные задачи, но под полным прикрытием ПВО, ну то есть под прикрытием нашей системы противовоздушной обороны, плюс могут выполнять, допустим, одиночные задачи без прикрытия, но тогда со стопроцентной гарантией того, что нет российских самолетов. Мы полностью проигрываем по тактико-техническим данным тем бортам, которые есть у россиян. Россияне на базе Су-27М за все это время, пока мы, не знаю, убирали свой ядерный статус, резали все и вся, продавали всю свою технику, строили шоколадные фабрики, строили дороги, они за это время, в отличие от нас, построили 3 неплохих самолета. Су-30, Су-34 и Су-35. Отличные самолеты, 4+, 4.2+, то есть это очень хорошие модификации от Су-35 вообще с изменяемым вектором тяги, то есть еще и хороший истребитель, хоть и тяжелый, но очень хороший маневренный истребитель. То есть эти самолеты на голову выше наших, и здесь у нас очень большая проблема именно в авиации. Единственное, чем мы спасаемся за счет зенитно-ракетных комплексов, то есть ПВОшные составляющие, именно этой составляющей. Но опять, в чем проблема, если смотреть уже на проблему как таковую? Авиация у нас не отдельная структура войск, она входит в воздушные войска как таковые. А если воздушными войсками руководит ракетчик, зенитчик, так вот авиация будет в загоне, а впереди будут, конечно, ракеты. Но она же не выполняет своих задач. То есть есть здесь вот такой перекос,
которые однозначно надо исправлять. Это, еще раз повторяюсь, если смотреть сверху, сбоку. То есть и эта проблема, и она до сих пор не решена. Механизм простой, закупить самолеты нужно. Во-первых, закупить самолеты, около 200 самолетов нам надо, типа F-16, многофункциональные, чтобы не делить на некоторые виды. То есть у нас сейчас Су-25 это штурмовики, у нас Су-24 бомбардировщики, МиГ-29, Су-27 это истребители-перехватчики. Так вот, чтобы все это было в одном самолете, F-16 многоцелевая машина, которая может быть любым из этих, выполнять любую из этих задач. Нам надо около 200 самолетов, 5 бригад по 40 самолетов, в каждой бригаде 3 эскадрильи по 12 бортов, плюс звено управления. Звено управления, командир бригады, 2 зама, зам по боевой, зам полетный и летающий начальник штаба. То есть вот 200 самолетов, 200 F-16 нам нужно, и уже какими путями, это уже вопрос к нашему военно-политическому руководству. Закупить, получить ленд-лиз или еще что-то. Но без этих 200 самолетов и вывести надо авиацию однозначно из подчинения зенитчиков, потому что зенитчики воспринимают авиацию как просто платформу, то есть грубо как летающую пусковую установку и больше никак. То есть они видят на самолете 8 ракет, которыми можно пользоваться, подтянув самолет к точке пуска ближе к точке встречи уже с ракетой противника. И по-другому авиация это одна только часть авиации. Потому здесь очень много работы в этом направлении. Ну, одна, конечно, из задач это получение F-16. Россиян сейчас удерживают только зенитно-ракетные комплексы. Они не подходят. Мы в последнее время, если вы заметили, мы практически ни одного самолета не сбили, ни одного вертолета не сбиваем, потому что они перестали подходить на боевой радиус, на дальность боевого радиуса наших средств поражения. Самолеты российские истребители высотные, они не подходят ближе дальности там 50 километров до линии фронта. Ну а это на больших высотах, которые сбрасывают кабы, корректируемые авиабомбы или планирующие авиабомбы. Ну а штурмовики, бомбардировщики и армейская авиация, это вертолеты, они их не видно, потому что они также не подходят за 5 километров до линии фронта, идут на предельно малых высотах, отстреливаются это ниже лучей локатора, отстреливаются за 5 километров до линии фронта, просто используются как артиллерия летающая, можно так сказать. Отстреливают такой летающий град. Отстреляли ракеты неуправляемые, нары, есть такие ракеты, неуправляемая авиационная ракета. Отстреляют нары и уходят, не попадая за 5 километров в боевой радиус наших ПЗРК, переносных зенитно-ракетных комплексов. Вот потому мы их и не сбиваем. Они просто к нам не подходят. Но это не решение вопроса, потому что нам надо наступать авиацией. Если у нас нет авиации, значит, авиация всегда на себя берет половину боевого потенциала при наступлении. То есть она как ледокол крошит укрепление, укрепрайон врага, после этого уже артиллерии и танки зачищают. А вот если нет авиации, то тогда при наступлении, то тогда потери возрастают разов в 10 на порядок. Потери личного состава, потери техники, которая идет в наступление. И в 2 раза увеличивается нагрузка на артиллерию. То есть арта уже будет брать около 90-95% боевой нагрузки именно на себя. А артиллерию тоже тянуть сильно не потянешь. Это половина буксируемых пушек у нас все-таки недостаточное количество САУ. То есть здесь вот без авиации у нас, конечно, большая проблема. Мы ее спасли в начале широкомасштабного наступления 24 февраля, когда россияне начали двигаться. За несколько часов, ну, вот я, допустим, знал о том, что россияне в 4 утра начнут двигаться 24-го, в 21:00 23 числа, и уже все летчики, естественно, знали. Авиация взлетела, ушла на аэродромы рассредоточения, то есть до удара.
по аэродромам базирования. На аэродромах рассредоточения подтянулись техники, авиация взлетела, начала выполнять свои задачи. Но вот так, таким способом мы спасли авиацию. Хотя не так надо было спасать. У нас просто она не готова встречать удар российской авиации. Пане Романе, дуже змістовну таку доповідь ви зробили, і багато запитань. Ну, перше запитання, все ж таки, да, про F-16. Це ж не лише наше рішення, правда? Це ж є американське командування. Якщо воно вирішить дати, то в будь-який спосіб дадуть. Якщо ні, то ні. Я маю на увазі військово-політичне, в першу чергу, керівництво Сполучених Штатів. Поки що я не чув про те, що вони готові. А що ви чули про ці F-16? Ну, останнє. Ну, правильно вы сказали, чуть поправились. Не командование. То есть Милли уже конкретно сказал, когда у него спросили про F-16, и не ко мне вопрос, мы давно готовы. Все вопросы в Белый дом – это политическое решение. Политическое решение, когда политики принимают решения, это значит, есть какие-то договоренности или так называемые растяжки, противовесы, которыми что-то другое держится. Не факт, что именно там, где прилагает силу этот противовес. То есть, скорее всего, не передача нам F-16 завязана, допустим, на не передачу Ирану Су-35. Россия давно обещала Ирану Су-35, так вот уже почти год и не передала, а иранцы могут их купить, ну, уже вчера называется. Раз не передают, значит, почему-то не передают. Могли вмешаться те же израильтяне и вот через Америку выставить на такую растяжку. Не передача Су-35 Ирану, не передача F-16 нам. Сюда же завязаны, кстати, и ракеты типа Атакам с дальнего действия. Это может быть договоренности по Тайваню, может быть, хотя вряд ли. То есть Тайвань еще тогда на тот момент так остро не стоял вопрос. Там вопрос стоял по переизбранию Си Цзиньпиня. Это Тайвань уже потом возник именно остро. Потому вряд ли, ну, возможно, но вряд ли. И, может быть, это какая-то из договоренностей давней, еще 2014 года, когда банда, я ее называю банда Клинтона, это не группа, они там себя группой называют, но вот я это вижу как банду. Именно Клинтон и Обама, и Байден, кстати, в ней участвует. Клинтон в свое время приложил максимум усилий для того, чтобы Украина лишилась ядерного статуса. Вот эти больше 100 тысяч жизней украинцев, которые мы потеряли после ударов россиян, так они и на Клинтоне тоже. Если бы у нас был ядерный статус, если бы тогда его не выдавили из нас, никто бы на Украину не напал. Потому Клинтон, за Клинтоном Обама, который в 2014 году сделал все возможное, чтобы только мы не стали отбивать Крым. Все, что только можно было, было сделано именно Обамой. Тогда вместе с Байденом они практически подарили Крым Путину, но слово «подарили» не бывает в финансовых кругах. Скорее всего, за что-то продали. Вот за что, это уже вопрос к Клинтону, к Обаме и к Байдену. Может быть, вместе с Путиным на Гаагском трибунале, и их тоже будут судить, так как Путин может рассказать, а что ж они получили за Крым в 2014 году. Так вот, они сделали все возможное для того, чтобы мы не стреляли, все оставили и с высоко поднятой головой и флагом вынесли украинские флаги с Крыма, не совершив практически ни одного выстрела. Вот то же самое они хотели сделать и по Донбассу, когда россияне уже после Крыма начали заходить в Донбасс. Через несколько месяцев та же картина, только с участием Меркель. Меркель делала все возможное, чтобы мы не начали стрелять по россиянам на Донбассе. Ну вот крымские товарищи послушали Байдена, ну а донецкие, они ж мы не слушаем внешние силы. Мы сразу начали россиян убивать. Причому без розговору. Давайте, це дійсно ви маєте право на таку думку. Ви в полоні були і все це знаєте. Просто Ізнутрі знаю, да. Да, я знаю, але просто там трохи були нюанси щодо Криму, так?
Там це окрема розмова, як через керівництво в Києві Меркель і представники інших країн, ну, в першу чергу Меркель, просто тиснула тоді на тимчасовий уряд, Я ж об этом и говорю, да. Но а это уряд, может быть, да, 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 да. отдельный разговор может быть, да, он довольно-таки І я длинный. думаю, що зараз, ну просто знаєте, ми можемо і маємо підстави звинувачити. Я абсолютно з вами погоджуюся щодо Клінтона, щодо Обами. Це просто воно, ну це вони своєю такою відстороною, я не знаю, як це правильно сказати, байдужістю до Нет, там была, я думаю, там была конкретная заинтересованность. Не бывает такого, тем более для россиян. ну Там была принаймні, однозначно принаймні, пане Романе, заинтересованность, надо ее найти. ми ж не можемо це довести, і тому це така розмова. Ну в жанрі там ми можемо там припускати, але це припущення все одно. Що стосується Байдена в якості віце-президента, що ви згадали абсолютно точно за каденцію Обами, то в американській ієрархії не прийнято, щоб віце-президент ну, мав суперечки з президентом. Так не буває, на жаль, або там так влаштована їхня система. Але зараз Байден дійсно, ну я не знаю, що було б, якби був Трамп, напевно, ну не знаю, навіть припускати не хочу. Байден це людина, на яку ми можемо розраховувати, але і розраховуємо, і Америка дійсно допомагає, і вона схиляє, ну або заохочує партнери це робити. Тобто, це не працювало б без Байдена 100%, тому зараз його звинувачувати ну просто немає сенсу, ну, на мою думку. І хочу сказати про літаки, продовжити. Ми не знаємо, чи будуть F-16, може зрештою будуть, але точно не зараз. Так, тобто це раніше ніж за 3, 4, 5 місяців точно не відбудеться за самим оптимістичним сценарієм. Так, і ми маємо те, що маємо. А що ми маємо? Я не про кількість абсолютно точно, може ви її і не знаєте повністю, бо ж ви зараз не в армії, і там є таємниця, тощо, і це ми не відкриватимемо точно, ні ви, ні я, ми не можемо і не хочемо цього робити, але ось ці літаки, які вони перероблені, да, то вони там, ну, це я маю на увазі словацькі, здається, чеські, польські, Міг-29, вам краще знати, да, моделі і їхні там здатність щось робити. Вони ж модернізовані, посилені, і вони в якоїсь кількості, це знову ж таки, я вас питаю, вам видніше, передані вже Україні, тобто нашим льотчикам. Наскільки це можна співставити з силами ворога? Бо так, ви сказали дійсно, що вони там нові літаки робили, але колись там років 20 тому, 15 тому, не пам'ятаю, 15, напевно, один там мій знайомий, він льотчик був там на Дальньому Сході, і він мені скаржився просто, писав якісь там повідомлення на Фейсбук, чи там щось було, що в них немає нормальної навігації, що вони літають на літаках, на цих мігах ІСУ з автомобільною навігацією, тоді ще була такі, да, пам'ятаєте, да? Тобто в них теж не все супер круто. Ну як ось зараз виглядають наші сили і, відповідно, їхні сили, на вашу думку? Правильно вы говорите, на МиГ-29 и Су-27 россияне вот так вот и летали 15 лет назад. Так и было. А вот мы летаем до сих пор на МиГ-29 и Су-27. И вот так вот, как вам ваш друг Він мені не рассказал. друг, він просто вчився зі мною колись в дитинстві. Не в это. Я не прямой. Ну, вас знакомый, не важно. То есть ваш информатор. Так и есть, и мы до сих пор так летаем. А вот россияне за эти 15 лет, я еще раз повторюсь, создали 3 машины. Причем у них, допустим, Су-30 больше сотни машин, Су-34 больше сотни машин, и Су-35 где-то до сотни, 95-97, где-то вот так, около сотни. То есть 3 сотни новейших машин у них есть. Это уже другие машины, то есть это на 2 головы, ну, на голову это точно лучше, чем тот же Су-27. МиГ-29 в расчет не берется. МиГ-29 это такая не совсем хорошая копия Су-27, если честно. Мы летаем до сих пор так. И вот то, что нам передали, в принципе, не сильно отличается от того, как мы летаем. Действительно, там есть некоторые борта, как раз со встроенной системой позиционирования, так называемой, то есть местоположения.
Плюс некоторые, опять же, некоторые борта, их немного, их даже в десятках нельзя насчитать. Есть борта с системой связи, новой системой связи, которая защищена, и, в принципе, можно ею работать по новым стандартам, тем же натовским. И некоторые борта с системой вооружения. Опять же, некоторых ракет или авиабомб, то есть некоторые подвесы есть там, допустим, под те же гарпуны. Мы свои МиГ-29 и Су-27 переделывали пилоны, а там этот вопрос уже решен. То есть не намного они добавят нам какого-то плюса. Можно сказать, что его практически нет. Общее количество бортов зашло меньше, чем то, которое мы потеряли за эти уже более чем год. А потому даже не восстановят наши потери. Большой плюс в чем? В том, что нам передали все самолеты, включая те, которые даже не летали, уже не могли летать по разным причинам, включая и некоторую недостаток оборудования. Потому эти самолеты, которые не летающие, они пошли, наши инженера с радостью их забрали, они пошли сразу на запчасти для тех самолетов, которые летают, и в принципе восстановили наш парк, который также начинал уже уменьшаться за счет недостачи некоторых запчастей. И вот здесь большое спасибо нашим партнерам, и словакам, и полякам, о том, что решили этот вопрос. Но и опять же, почему только сейчас? Почему поляки год назад не смогли передать нам МиГ-29? Они готовы были отдать нам эти самолеты еще год назад, но после того, как, я так понимаю, прошел окрик со стороны уже Белого дома, поляки включили заднюю и передали просто на базу Рамштайн, передали немцам для того, чтобы не выглядеть, ну, очень некрасиво и очень нехорошо. Еще раз повторюсь, вопрос в Байдене, это однозначный вопрос в Байдене, причем он завязан на Крым. Передача нам атакамсов и передача нам самолетов, как только состоится такого рода передача, мы тут же освободим Крым, так как это очень легко сделать с помощью дальних ракет и самолетов, буквально за месяц. И это прекрасно знает Байден. А вот почему они не, так сказать, противники освобождения Крыма, очень много версій. Ну, якщо буде время, ми з вами проговоримо. Ну, знаєте, я можу вам доповісти, що це з перших вуз від людини, я просто її назвати не можу. Прізвище, яка людина, яка зустрічалася з Байденом, Байден особисто цій людині пообіцяв, що Крим буде відвойований в Росії. Ось я таке просто чув від людини, яку я добре знаю. Ну, тобто, важко сказати, які там міркування, і з яких там міркувань це затягується підтримка. Не будемо тут припущень робити, ви все доволі подробно розповіли. Я хотів би про... Ну, дивіться, у нас взагалі, в принципі, немає флоту. Але засоби боротьби з кораблями ворога є. І таким чином, Чорноморський флот Росії, він завжди не був там найкращим, м'яко кажучи, так? Але все одно, його, скажімо, крейсер Москва один чого вартий, в принципі, там ми навчилися атакувати їхні бази тощо. Тобто альтернативний такий, я не знаю, баланс, да? Асиметричний, якщо можна так сказати. А чимось можна на даному етапі, ну, коли ми не маємо F-16, про які ви постійно кажете, і правильно, як можна, в принципі, принципіально компенсувати цю перевагу росіян в інший спосіб якийсь, там, іншими засобами? Ну, давайте опять посмотрим сверху, сбоку. Я как истребитель могу это себе позволить. Не один раз смотрел на Черное море и на Азовское море. Чем выше поднимаешься, тем больше и больше эти два моря похожи, сейчас с любовью скажу, и именно так и некоторые моряки называют Черное море, это на рукомойник. То есть реально рукомойник если рукомойник это для моряков, которые понимают, что это большое озеро, которое перекрыто, вход в которое перекрыт по некоторым каналам, и туда просто пробраться нельзя, это же не океан, в конце концов. Потому вот такой рукомойник, которым является и Азовская с Черными морями,
его очень легко контролировать с воздуха, имея ракеты, имея самолеты, даже не имея самолетов, просто имея дальние ракеты, типа, допустим, тех же гарпунов с большей дальностью, тех же Нептунов с большей дальностью или Storm Shadow. Ну, допустим, Storm Shadow, я уже не говорю, допустим, про томагавки с дальностью больше 2000 километров, которые Урал-вагонзавод могут на молекулы разнести. То есть с этой точки зрения уже стратегической, нахождение любого флота в Черном море – это ну, самоубийство. То есть толку с этого флота абсолютно никакого. Именно крейсер «Москва» это может доказать с дна Черного моря. То есть наличие флота абсолютно не важно и не нужно в этом рукомойнике. Потому у нас и есть командующий, но нет флота. Вот самое интересное, что в таком режиме можно и остаться. Может быть командующий этим рукомойником, не иметь флота, но держать под контролем весь этот рукомойник. А под контролем рукомойник можно держать, понятно, с помощью F-16 это одно, а можно даже с помощью простых вертолетов, которые могут использоваться как пусковые установки для крылатых ракет. Ну, допустим, если нужно крылатую ракету запускать с воздуха. То есть, а уже дальше, сколько бы не было кораблей в Черном море, это всего лишь зависит от количества ракет, которыми будут эти корабли уничтожены. Потому в этом смысле за нашим НИИШ папой очень большой это командующий флотом, то есть очень большой спектр работы, которым и механизмов, которым он очень успешно пользуется. Просто реально герой Украины. То есть человек, не имеющий флота, так точно. Человек, не имеющий флота, он создал такие условия, невыносимые для флота россиян, и, в принципе, поставил большой крест на нем, на российском этом флоте. Я думаю, все будет зависеть от количества тех средств поражения, которые будут переданы нашему командующему флотом. Ну и дальше к крейсеру «Москва» может уйти весь флот. Он, кстати, там заждался. Все-таки флагман на дне, весь флот должен быть там. Ну, я, до речі, знаєте, я колись був на цьому кораблі, і тоді він уявляв собою такий ресторан на воді, де зустрічали всяких там гостей, там пригощали, а військові, ну, це зараз це такий вже підводний ресторан, і не дуже працюючий, і абсолютно ви чітко пояснили, що таке Чорноморський флот у принципі. Але друга частина мого запитання була про те, як, ну, в який спосіб, ну, маючи на увазі те, що в нас немає F-16, і ми маємо те, що маємо від наших там партнерів, які що могли, то дали. Як можна це компенсувати під час, ну, припустимо, ми не будемо тут про терміни, не про що, під час наступу з метою звільнення наших територій? Ну, у НИИШ папы точно есть ракеты. Это, еще раз повторюсь, Москва доказала. Ракеты двух типов, гарпуны и Нептуны, это минимум. Это те ракеты с дальностью, ну, заявленной 150, есть ЕРки с дальностью до 300 километров. Storm Shadow нам давно уже обещают. У Storm Shadow дальность 700 километров. И вот они уже могут отработать, это скалп, и, ну и Storm Shadow это Великобритания, название этой же ракеты итальянская скалп. То есть эти ракеты могут точно на тот свет, вернее, на дно отправить весь Черноморский флот, где бы он ни находился. Все будет зависеть в количестве ракет. Я все-таки сказал, я уже просто зашил в спич это решение. То есть только ракеты. Даже самолеты здесь, поскольку хватит вертолетов, тех же наших Ми-8, пусковые установки, системы наведения их можно расположить, если это нужно будет, допустим, для ракет типа «Скалпа». Дело в том, что таких ракет около десятка, их реальное большое количество противокорабельных ракет. Все зависит от пуска, то есть от пусковой установки. Есть авиационного базирования, только авиационного базирования. Для этого надо действительно
какой-нибудь из натовских самолетов типа F-16. Сильно ракету такого уровня не повесишь на МиГ-29 даже через переходник. Но есть ракеты морского базирования, а вот ракеты морского базирования, это значит пусковые установки, которые стоят на кораблях, но их же можно, эту же пусковую установку можно поставить на любую тележку, в конце концов, и выполнять пуски без кораблей с наземного какого-то транспорта. Кстати, как это делается гарпун? У гарпуна же тоже не было наземной установки, была только воздушная, была морская. Вот морскую пусковую установку поместили грубо на тележку, і далі вона почала виконувати Да, задачі. ми всі, пане Романе, бачили ці кадри. Здається, Так, точно. Бутусов оприлюднив це, ці залпи. А у мого знайомого, мого друга, навіть є він за донат, він багато там допомагає Збройним силам. В нього є колпачок, цей, який відкидується, коли гарпун вилітає. І в нього це вдома є, як така реліквія від людей, які це зробили, яким він допомагав. Я Вот трохи... это, да, вот это, именно это надо. Ну, плюс беспилотники, дроны, которые есть у нас, мы их видели работу. Беспилотники это не авиационные, а морские. То есть, да, это морские беспилотники, глиссера, катеры, глиссеры. Вот такой беспилотник может, в принципе, 100-200 килограммовую авиабомбу даже в себе нести и дальше подрывать ее инициацией либо контактной, либо радио, либо лазерной, в зависимости от задачи. То есть нанести очень большой урон кораблям. Вот глиссера, беспилотники, воздушные беспилотники, само собой, это также с большой дальностью. Они могут потопить тот же российский флот. И подводные беспилотники. О подводных беспилотниках много говорится, пока они еще толком не работали, но подводные беспилотники, поверьте, тоже довольно-таки существенная проблема для любого флота в рукомойнике. Вот в этом же вся беда Черноморского флота, они плавают в рукомойнике. Вернее, Якщо ми вже так трохи спустилися з повітря на море і навіть під воду трохи, я б запитав все одно про так званий міст путінський, Керченський. Чи може Україна, ну, за бажанням, за наказом, за рішенням нашого командування, абсолютно припинити рух цим мостом? Конечно, может повторный удар, и это будет сделано, это точно будет сделано. Оптимально это ударить по мосту перед нашим наступлением. То есть это самый оптимальный варіант буде. А що буде в такому випадку? Спрогнозуйте. Без термінів початку, ну просто це ж рішення окремо, да? Просто що буде, тобто, на вашу думку, перший крок – це припинення руху мостом, а далі що буде? Это самое главное. То есть после удара повторного по Крымскому мосту это мы можем сделать с помощью ракет. И Гром-2, есть у нас такие ракеты уже все, по крайней мере в Крыму уже все знают, что туда летают баллистические ракеты. То есть мы достанем в конце концов мост ракетой либо Гром-2, типа Гром-2, либо типа ракетой Storm Shadow. То есть это крылатая ракета. Одним или другим механизмом. После того, что такое Крымский мост? Это мост между Таманью, материковой Россией, можно так говорить, по отношению к украинскому полуострову, и Керченской частью Крымского полуострова. Через этот мост идет 30% военной амуниции в Крым и в Херсонскую область. Вот всего, если брать, 30%. 70% идет сухопутным путем с Ростова на Мариуполь и дальше на Мелитополь. Так вот, после того, как будет уничтожен Крымский мост, вот эти 30% военной амуниции россиянам придется как-то перебрасывать либо через сухопутку, а там есть определенные моменты, связанные с логистикой. Все-таки основная переброска войск и военной амуниции идет железнодорожным транспортом. Это очень важно. Россияне, все на железной дороге основано. Вся переброска войск, вся переброска техники, ну, войск, техники, естественно, боеприпасов железной дорогой. После того, как мы эту нитку перерезаем, Крым переходит в так называемое оперативное окружение, если мы уже начнем подходить к сухопутным
ну, в это время начнется наступление, начнем подходить к сухопутным средствам доставки, Крым перейдет, Крым, Херсон и Запорожье перейдет в оперативное окружение. А это значит, у них останется определенное количество армейского запаса боеприпасов, которые, если честно, закончатся через пару недель. Ну, вот где-то на неделю, на две армейских запасов. Все. И после этого это, допустим, 200-250 тысяч зеленых человечков, у которых в руках автоматы, но драться ими они могут только в режиме там мечей джедая, больше никак, только как на мечах, без патронов, без амуниции основной. Уже это просто зеленые человечки, которые, я так думаю, станут синими, переоденутся в джинсы, в футболки, в бейсболки и будут уже синими человечками. Но это вот один из вариантов. Сейчас он уже происходит, кстати, с запорожского направления. Вот так вагнеры, переодевшись в гражданское, движутся на Бахмут. То есть это такое аналитическое, по крайней мере, видение. Потому очень важно уничтожить Крымский мост во время нашего наступления. Ну, давайте тоді повернемося, пане Романе, до авіації. Ви так сказали спочатку, що з цього, ну я, принаймні, як проста невійськова людина, зробив висновки, що, в принципі, без авіації і сенсу немає наступати. Тобто в 10 разів більше втрати, на що ми піти не можемо і тощо. Може, ви поясните цей нюанс? І чим, знову ж таки, можна компенсувати, якщо можна, у випадку схвалення рішення про наступ? Я саме так називаю не контрнаступ, а наступ, звільнення території. Правильно. Да. Правильно. Ну, ось як це можна компенсувати? Ну, ми вже не встигаємо точно з F-16. Ну. Правильно говорите, не контрнаступление, а наступление, это наше наступление. Дело в том, что мы планируем это действие, и, естественно, это не контрнаступление, то есть это не участвуют россияне при уже в какой-то атаке, то есть мы не на атаку отвечаем, а мы планируем, у нас стратегическая инициатива, потому это в чистом виде наступление. А вот как должно быть, вообще, как должно проходить наступление в третьем тысячелетии? Сначала заходят самолеты радиоэлектронной борьбы. Есть самолеты специальные рэбы. Для чего? Для того, что, то есть первая задача при начале наступления потушить ПВО противника. Заходят рэбы, самолеты, это в основном есть несколько эскадрилий F-16, F-18, Хорнеты, также целый самолет, он напичкан системами радиоэлектронной борьбы. У них девиз очень простой. Первые зашли, последними ушли. То есть пока висят рэбы в воздухе, самолеты рэб в воздухе, ПВО просто потушена российская. Она не может работать, там очень много механизмов, это радиоэлектрончики в этом разбираются, для того, чтобы просто погасить глаза зенитно-ракетным комплексом. Заходят самолеты, которые по зенитно-ракетным комплексам начинают отрабатывать ракетами, хармами, допустим. Помимо хармов есть еще ракеты такого же уровня. Но харма очень хорошо справляется. То есть с помощью самолетов РЭП и самолетов, которые уничтожают ПВО, тушится противовоздушная оборона противника на определенном участке. Это не на всем фронте, это именно на участке прорыва, ну, на ширину где-то, ну, в зависимости от радиуса поражения, до 100 километров. А вот после этого заходят бомбардировщики. Вот самая главная задача – это зайти бомбером, даже не штурмовикам, а именно бомбардировщикам. Бомбардировщик берет, даже если это F-16, он около 5 тонн, 5-7 тонн бомбовой нагрузки может взять. То есть, что такое 5000 килограмм? Это примерно вот один снаряд 155 до 50 килограмм. Так это 100 снарядов. Ну, то есть 5000 килограмм, 5 тонн берет самолет. Тут считайте, что один самолет высыпает 100 снарядов сразу под себя. И движение бомбардировщиков, там такая специальная карусель, которая просто перемешивает с землей авиабомбами, которые очень дешевые. Это не ракеты, которые сотни тысяч долларов стоят. Это бомбы, которые стоят там несколько тысяч, ну, в военном измерении. То есть дешевое, в конце концов, боевое поражение получается, но оно перемешивает
с землей все укрепления врага. Там не надо ничего вскрывать, не надо ничего, допустим, подсвечивать или вычислять. То есть бомберы пролаживают дорогу сухопутным войскам. И дальше заходят уже сухопутчики, а это уже танки, это уже БМП, пехота, САУ. В принципе, им уже после авиации, первые часы после нанесения бомбового поражения, там делать вообще нечего. Они просто едут как на прогулке. Это я утрирую, конечно. Но если сравнить с боем фронтальным, то это считайте на прогулке. Естественно, их поддерживает штурмовая авиация, то есть штурмовики, самолеты тоже штурмовики, не бомбардировщики с авиабомбами, а штурмовики, у которых ракеты воздух-земля. То есть они работают по целям на земле, ну, дальность 8-10 километров, эти управляемые ракеты с системой управления или лазерной, или телеметрической, они добивают перед идущими войсками, они добивают то, что еще осталось после бомбардировщиков. И тогда уж точно тем наземным силам, которые идут по земле, им уже ничего практически, их практически ничего не удерживает. У них очень большая скорость продвижения и очень маленькие потери. Ну, то есть по ним практически никто не работает, а если где-то и вскрывается какая-то огневая точка, то штурмовики добивают. Плюс вертолеты. Здесь тоже очень важно. Вертушки, которые идут и прикрывают с воздуха идущие танки, нашу пехоту с воздуха прикрывают. Они также создают такой купол, работая уже непосредственно чуть ли не по огневым точкам, там, по пулеметным, по взводным опорным пунктам уже армейской авиации. А вот все это, весь этот процесс сверху еще будут прикрывать истребители. Это тоже очень важно. Истребители прикрывают все это движение, для чего отгоняют истребители врага, для того, чтобы по всему, что возится в районе земли, сверху не нанесли удар. А дальше идут, естественно, танки, боевые машины пехоты, пехота на БМП. В каждой БМП 10 человек берет, то есть отделение. Ну и основное все-таки, как бы кто чем ни занимался, что моряки, что авиация, что артиллерия, у нас основное это пехота. Вот там, где пехотинец стал, вот там наша земля. И где он, это самое, и где он поднял украинский флаг. Потому все, что я говорю, это все делается для пехоты. Ну и тогда пехоте комфортно работать. А вот если нет авиации, то слаживается. Первое, истребителей нет, бомбардировщиков нет, штурмовиков нет, даже вертолетов нет поддержки. Почему? Потому что истребители противника что будут делать? Они сразу отработают по всем воздушным целям. Они их видят на... Это, кстати, тоже фишка россиян, то есть Су-20, Су-30, Су-34 и Су-35, у них локаторы видят на фоне Земли. То есть они сверху видят вертолеты, могут по него работать. Наши Су-27 и, извините, МиГ-29 и Су-27 на фоне Земли не видят вот те старые самолеты, которые у нас есть. Потому наступление будет идти с помощью наземных частей, а это значит придется прогрызать линию фронта с помощью артиллерии, то есть вся огневая нагрузка ляжет на арту. Нашей артиллерии придется прорубать то, чтобы сделали в принципе самолеты, бомбардировщики, это придется делать артиллерии. Причем самолет может работать на боевой радиус, на дальность боевого радиуса 500 километров, а арта 30 километров, она же больше не добьет. Потому будет артиллерия работать. Перед этим, конечно, отработают дальние системы поражения, типа Хаймерсов, там на глубину 80 километров. Джедамами, может быть, забросаем то, что вычислим и разузнаем. Разведка, это планирующая авиабомба. Ну а в основном арта, то есть все ляжет на артиллерию и уже под куполом арты, это так называемый огневой вал, мы его слышали неоднократно. То есть нам придется создавать огневой вал, за которым должны будут идти пехота, даже не танки. За огневым валом придется идти пехоте. На БМП пешим порядком, неважно, то есть какая-то задача будет стоять в зависимости от ситуации. Пойдет БМП, а танки уже будут их всех прикрывать. То есть танк будет идти сзади, прикрывать движение пехоты, которая идет за огневым валом. Вот в таком режиме нам придется работать. А вот здесь потери возрастают на порядок, разов в 10.
Ну, це прогноз такий невтішний, до речі, бо ми кожне життя цінуємо своє. Ну, а що робити нашому? Ну, ми не даємо порад Генеральному штабу, звісно. Ну, давайте трохи про Бахмут поговоримо. А що це значить, ця, на вашу думку, істерика така публічна Пригожина цього? Я до цього спокійно ставлюся, бо, на мою думку, вони всі там, в принципі, пов'язані так чи інакше. Це така боротьба щурів в банці. Але може у вас є якась особиста аналітика з цього? Скажіть тоді. Ну, тут все просто. Пригожин не выполнил задачу на 9 мая и не выполнит ее, взять Бахмут полностью. Потому он подсветил свою неудачу не поставкой себе вооружений. Хотя он слукавил, потому что как раз боеприпасов. Как раз перед 9 мая, где-то дней за 5, вот, ему дали достаточное количество боеприпасов, завезли, и они ими работали, потому что с 10-15 тысяч выстрелов в сутки, они подняли до 20-25 тысяч выстрелов в сутки. То есть им завезли боеприпасы больше, чем у них было раза в два. Ну, Но так как тобто он він бреше, він просто бреше? да, впрямую конкретно для внутреннего потребления, понимая, что он Бахмут однозначно не возьмет, то потом, чтобы все остальные сказали, ну да, ему же боеприпасов не дали. То есть это такой подход, он очень простой и понятный. Но это для россиян, они его съедают, то есть им такого объяснения неудачи любимой, так сказать, ОПГ. У россиян есть любимая ОПГ, это ЧВК «Вагнер». А это, если смотреть в правовом поле, это организованная преступная группировка Пригожина. Он ее финансирует, значит, это его ОПГ. Так вот, любимая ОПГ, которая вроде как всех и всегда побеждала, тут не шмогла, как это говорится в старом анекдоте, но не шмогла взять Бахмут. Хотя, если реально посмотреть, что такое ОПГ Пригожина. Они с Попасной до Бахмута телепались больше полугода, а там всего лишь 30 километров. То есть в это время российская армия зашла в Украину, вышла из половины Украины, передвинулась, перебросилась из-под Харькова в Херсон, ушла из Херсона, рассредоточилась, а это сотни тысяч человек. И в это время ОПГ Пригожина медленно двигалась из Попасной в сторону Бахмута. Но расписали это движение, ну, как великая армия всех времен и народов. А всего лишь 30 километров угробили десятки тысяч людей, и Бахмут в конце концов так и не взяли. Потому, ну как вот выйти из этого положения? Ну вот рассказали сказку, а гранаты у них не той системы. Ну вот это Ну, что же зрозуміло. делать? Ну, поганому танцюристу щось заважає. Завжди ми знаємо. А ще хочу вашу експертну думку про призначення Михайла Забродського заступником Валерія Залужного. Про що це свідчить, на вашу думку? Може свідчити? Дело в том, что наш генералитет, он, ну, наверное, лучший сейчас в мире. То есть такого боевого опыта сейчас не имеет ни одна страна, ни одна армия в мире. Потому наш генералитет весь практически, то есть целая плеяда генералов. Просто я по своей специфике работы знал их всех, еще некоторых полковниками, подполковниками. 2014 года мы с некоторыми да, ну, вместе на пузе ползали, даже так можно сказать. Вот, начиная от Сергея Наева. То есть я знаю весь этот генералитет и видел, как они росли и доросли. Да, это 10 лет войны. 10 лет противостояния с россиянами, и эти 400 километров фронта, это был реальный фронт, которые отстраивались и участвовали практически все. Потому выход и какие-то ротации генералов в зависимости от направлений выполняемых задач. То есть почему мы иногда видим движение генералитета в сторону, вверх, вниз. Это им ставят просто задачи. Или приоритетность задач. Это может говорить еще и об этом.
То есть движение одного генерала на одно направление ставится задача, но она ж не публичная, вы же понимаете. Так, То есть мы можем, ясно, ясно. да, мы можем просто увидеть назначение, так как его точно подсветят. А вот задачу мы о ней можем только догадаться. Ну вот давайте догадаемся, с какой целью, допустим, есть такое назначение. Но это все идет в общую копилку нашей победы, такого рода действий и назначений. Дякую, пане Романе. Ще залишився одне питання. До речі, ще 5 хвилин ми маємо. Я хотів би, щоб ви, як людина повітря, оцініли армію дронів української, яка просто на наших очах народжується, вже там частково народилася. Ну, в мене особистий друг просто займається важкими дронами. І багато є різних людей, ну там починаючи від Притули Стерненка з армії дронів, там інші. І стільки типів. Ну, Україна взагалі авіаційна держава. Така тут, я знаю, люди там просто в гаражах збирають гелікоптери і літаки. Да? Тобто інженерна думка тут дуже крута. І все це просто наші придумали і зараз нарощують випуск. Як може змінити, і чи може частково на фронті в районі бойових дій ця армія дронів бути заміною авіації? Ну, певною мірою. Ну, если у нас в гаражах Мерседесы собирают, то что такое дрон, в конце концов? Соберут однозначно. Очень много людей сейчас занялись этим вопросом. И здесь как раз креативность нашей нации. Украинцы, ну, креативная, умная нация, ну, уже можно даже, за нее однозначно нужно гордиться. То есть мы принадлежим именно к этой нации. Наш народ сразу сами, одно дело начали собирать деньги, закупать, а второе, те люди, которые... У нас очень много инженерной составляющей в нашем научном потенциале, в нации в том числе. Естественно, те, кто могли выполнять такие задачи, начали это сразу делать, причем задачи иногда ставили сами себе, находили Так і финансирование. було, так і є. Так и было, так и есть. Сами себе ставят задачу, находят финансирование. Это ж вот почему украинцев ну, невозможно победить, потому что каждый украинец, он защищая сначала себя, защищая свой род, ну это два инстинкта сохранения вида, продолжения рода, то есть именно эти инстинкты в украинцах очень проявляются. И потому каждый креативит так, как может. Естественно, авиация это один из такого рода креативных моментов. Все летают, все выполняют задачу. Россияне, не понимая, что происходит, они не могут просчитать. У них аналитические центры после того, как получают на руки наш, допустим, сбитый или выполнивший задачу дрон, у них просто крыша едет от того, как наши умельцы могли, допустим, приделать сцепление от мотороллера на БПЛА, который выполняет удар и выносит ихнюю станцию радиоэлектронной борьбы, которая обязана этот дрон в принципе посадить или уничтожить. То есть у них это просто не слаживается в мозгах. Потому это вот этим мы также помогаем нашей армии. Но это все-таки один из таких слоев, который говорит, ну, во-первых, я уже сказал о нашей креативности, а во-вторых, о будущем о дальнейшем будущем ведения боевых действий. Впереди война дронов, война роботов. И авиационная составляющая одна из, я вот есть чуть времени, чуть шире расскажу. Вот я когда узнал, что на Кизилельму МИОС, это беспилотник турецкий, поставят двигатель АИ-25ТЛ, я на этом двигателе налетал больше 1500 часов на самолете Ил-39. Ну так сложилась летная практика, была на Ил-39, учил курсантов летать именно на нем в Черневском летном училище. Там стоял двигатель АИ-25ТЛ. За все время моей летной службы двигатель не отказывал практически ни у кого. В полку один отказ двигателя был у Валика Люлева. Отключился, стал двигатель, сел он в кукурузное поле. Молодцы, кукурузы тогда насобирали. Но смысл в том, что очень надежный двигатель. Этот двигатель
турки взяли в свою Кизилельму, или уже можно сказать в нашу Кизилельму, это наш МИУС, так как очень надежный двигатель, а вот дальше само движение беспилотника. Вот зачем будущее, за вот такими беспилотниками. Кизилельма, МИУС, двигатель наш запорожский АИ-25ТЛ, их больше там 5000 штук выпущено, там 5 миллионов общего налета, то есть это просто самый, наверное, лучший двигатель из всех, которые, ну, по крайней мере, я знаю. Пане Романе, на жаль, ми перебрали вже час. На все добре, слава Україні! Героям слава, до свидания. І я дякую нашим глядачам за те, що ви нас дивитеся і підтримуєте. Дивіться АТR і далі.